Здравствуйте, ребята! Начнем урок «Русский язык». Сегодня тема наша по русскому языку – это интересные факты из жизни животных. Виды предложений по цели высказывания. К чему должны вы сегодня научиться? Какие бывают предложения по цели высказывания? Какие знаки препинания могут стоять в конце предложения? Ну, как всегда, свой урок мы начнем с минутки чистописания. Есть у нас такая поговорка: зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет. Как вы понимаете смысл этой поговорки? Ребята, вы знаете, что в нашем Казахстане природа уникальна, богата и разнообразна. В Восточном Казахстане у нас водятся медведи. Какой же образ жизни ведет медведь? Медведь – это лесной зверь, хозяин леса, говорят. Обычно место его обитания в России, но и в Восточном Казахстане тоже встречается, как я уже говорила. Бурый медведь – это всеядное животное. В его рацион входят ягоды, клубни, также насекомые, муравьи, ящерицы, даже не побрезгуются лягушками, грызунами, суслики, бурундуки и рыба. Они добывают и копытных, косуль, оленей. Чаще всего это происходит ранней весной, после выхода медведей из зимней спячки. Бурый медведь еще любит мед. К зиме медведь накапливает толстый слой жира. Но есть медведи, которые не успевают откормиться. И поэтому среди зимы также они могут прямо в середине зимы проснуться и бродить по лесу в поисках пищи. Таких медведей называют шатунами. А теперь, ребята, вы должны открыть учебник на странице 11, упражнение 3. Там есть текст, который называется «Бурый медведь». Бурый медведь – грозный хищник. Он ест мясо и растения. Умеет очень быстро бегать. У медведя хорошая память. Он помнит все ягодные и грибные места. Может различать цвета. Бурые медведи занесены в Красную книгу Казахстана. Теперь такое задание к этому тексту. Нужно будет составить предложение 3 видов по цели высказывания и записать. Первое. Сообщи, какая у медведя память. Второе. Спроси, ест ли медведь мясо и растения. Третье. Обратись к людям с просьбой беречь медведей. В учебнике есть еще у вас рисунок пингвина. На странице 10 упражнение 1. На странице 10 упражнение 1. Что нужно сделать в этом упражнении? Прочитай и выпиши предложения, в которых первое о чем-либо спрашивает, второе о чем-либо рассказывает, третье о чем-то просят или что-то приказывает. Кто такие пингвины? Вот вы пишете: пингвины – это птицы. По цели высказывания это предложение у нас повествовательное. Они не умеют летать, но хорошо плавают. Узнай о пингвинах еще. Не ленись, постарайся. Не ленись, постарайся. Это предложение побудительное. В конце ставим восклицательный знак. Расскажи, что ты знаешь о пингвинах?
Эту информацию можно найти в детских энциклопедиях или интернете. Страница 10, упражнение 2. Определи, каким по цели высказывания является каждое предложение из текста о пингвинах. Используй схему. Значит, мы уже говорили, что виды предложений по цели высказывания – это бывают повествовательные предложения, вопросительные предложения и побудительные предложения. Повествовательные предложения, значит, сообщают, рассказывают, повествуют. Вопросительное предложение спрашивает. Побудительное предложение приказывает, просит, советует. Запомни, повествовательное предложение содержит сообщение, то есть повествует о чем-то. В конце такого предложения ставится точка. Например, наступила весна. Вопросительное предложение содержит вопрос. В конце такого предложения ставится вопросительный знак. Например, когда наступит весна? Побудительное предложение содержит побуждение к действию, то есть просьбу, приказ или совет. В конце такого предложения ставится точка или восклицательный знак. Весна, приходи скорее! Пожалуйста, не задерживайся! Ребята, если вам все понятно, ребята, теперь вы должны ответить на такие вопросы. Если предложение содержит сообщение, то есть повествует о чем-то и в конце ставится точка, оно называется, вы должны дополнить, написать. Следующее. Если предложение содержит вопрос и в конце ставится вопросительный знак, оно называется, должны дописать. Если предложение содержит побуждение к действию, то есть просьбу, приказ или совет, и в конце ставится точка или восклицательный знак, оно называется. Вот такое домашнее задание вам. Страница 11, упражнение 4, выучить правила.